развития образования. Рад приветствовать вас на нашем очередном мероприятии, посвященном вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся. Сегодня мы поговорим о том, как организовать, провести диагностическую работу по оценке функциональной грамотности с использованием электронного банка заданий. Но прежде чем непосредственно к этому вопросу мы с вами перейдем, несколько вводных обозначим. Итак, коллеги, сегодня стоит запрос на обновленное качество общего образования. Мы с вами знаем, да, что президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин поставил перед системой образования задачу выйти в пятерку, в десятку, да, стран по качеству общего образования. И, соответственно, одной из важных приоритетных наших с вами задач является формирование обучающейся функциональной грамотности. И для этого мы с вами должны создать такую поддерживающую позитивную образовательную среду. А сделать это мы можем за счет изменения содержания образовательных программ с учетом интересов учащихся и требований 21 века. Сегодня уже действующие федеральные государственные образовательные стандарты предъявляют требования к результатам обучающихся. Это и к личностным результатам, таким как самоопределение смысла образования, морально-этическая ориентация, к предметным результатам, включающим освоение, преобразование, применение знаний, предметных на основе имеющихся знаний, познавательных учебных действий. Конечно, это метапредметные результаты, регулятивные, коммуникативные, познавательные. Сегодня мы с вами знаем, что в действующем стандарте нет как такового понятия функциональной грамотности. Но мы понимаем, что функциональная грамотность в требованиях Федерального государственного образовательного стандарта, она заложена как раз вот через в основном метапредметные результаты, да, и возможность использования предметных результатов для решения разнообразных учебных, жизненных и проблемных ситуаций на основе сформированных предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности. Вот напоминаю, да, что впервые о функциональной грамотности в образовании говорил Алексей Алексеевич Леонтьев, и он понимал под функциональной грамотностью способность человека использовать приобретаемые в течение жизни знания для решения широкого диапазона жизненных задач в различных сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений. Ну, а сегодня мы с вами несколько это понятие сужаем, да, для того, чтобы оно было применимо к работе с нашими ребятами, с теми, кто выходит у нас в 2022 году на участие в международном исследовании ПИЗа. Основными составляющими функциональной грамотности по модели вот этого международного исследования ПИЗа выступают, я думаю, известные вам уже компоненты: читательская грамотность, математическая грамотность и естественно-научная грамотность. К ним была добавлена в 2018 году финансовая грамотность и также новые компетенции – это решение проблем, это глобальные компетенции и креативное мышление. И вот именно креативное мышление – это самое новое направление, которое будет реализовано в качестве ведущего компонента в исследовании ПИЗа в 2022 году. И именно на это нам с вами необходимо будет обратить свое внимание. И также обратите внимание, что ведущим компонентом будет являться математическая грамотность. Вот на следующем слайде схема, я думаю, тоже вам уже известна. Коллеги, кто-то вот пишет, что звука нет. Больше, наверное, ни у кого такой проблемы нет. Обновите страничку, я думаю, что у вас все будет хорошо. Итак, вот такая схема, которая отражает взаимосвязь между знаниями, умениями, отношениями и ценностями. И исследование функциональной грамотности ПИЗа, оно как раз направлено на то, чтобы выявить, что дети должны изучать, что дети должны знать, каковы их предметные и межпредметные практические результаты в плане знаний, да, какими компетенциями они овладели, насколько они овладели способностью мобилизовать вот те имеющиеся знания, умения, отношения и ценности и проявлять рефлексивный подход к процессу обучения. Именно эта способность обеспечивает ребятам возможность взаимодействовать и действовать в мире. И, конечно, это когнитивные и метапредметные умения, социальные, экономические, физические, практические умения, которые проверяются в рамках исследования ПИЗа. И в конечном итоге все вот эти знания, умения, отношения, ценности и компетенции, освоенные ребятами, они должны дать нам ответ, как дети способны действовать в конкретной ситуации. Да? То есть вот как знания, умения, отношения, ценности выражаются через действие в конкретной заданной ситуации.
Таким образом, вот именно через оценку качества образования система образования настраивается на новые результаты. Коллеги, обратите внимание, пожалуйста, вот на этот слайд. На этом слайде представлены уровни функциональной грамотности, так как они определяются в исследовании ПИЗа. Здесь представлены у нас три компонента. Это первая математическая грамотность в первом столбце, во втором столбце читательская грамотность, в третьем столбце естественно-научная грамотность. Баллы несколько различаются, но в целом градация нам с вами понятна. Среднее значение международной шкалы равно 500 баллов. 500 баллов – это 4-й уровень овладения функциональной грамотностью. 4-й уровень проявляется в способности наших ребят использовать имеющиеся знания и умения для получения новой информации. И вот наша с вами задача – достичь уровня выше, чем 4-й, да? 500 плюс баллов. 5-й, 6-й уровень – это возможность ребят самостоятельно мыслить и функционировать в сложных условиях. Но, к сожалению, большинство обучающихся пока достигает только 2-го уровня. 2-й уровень он пороговый, и при достижении этого уровня ребята начинают только демонстрировать возможности применения знаний и умений в простейших неучебных ситуациях. В 2020 году республика участвовала в исследовании в региональной оценке по модели ПИЗа. И вот на данном слайде представлены обобщенные результаты этого исследования. Коллеги, еще раз напоминаю, если у вас какие-то проблемы со звуком и видео, обновите страничку, настройте свои технические моменты для того, чтобы все у вас работало. С нашей стороны все хорошо, и большинство коллег отмечают, что все слышно и видно достаточно неплохо. Итак, вот на данном слайде общий результат региональной оценки по модели ПИЗа в Республике Коми. Вот первая табличка, она тут пронумерована под номером 4, это скриншоты, взяты из отчета, предоставленного нам ФИОКа. Результаты региональной оценки по модели ПИЗа. В целом идет сравнение Республики Коми и России. По читательской грамотности наша республика занимает 26 место. По математической грамотности 30 место, естественно, научной грамотности 41 место. Обратите внимание, баллы везде средние менее чем 500 баллов. Ну, далее три таблицы показывают нам место Республики Коми в различных направлениях функциональной грамотности. Оранжевым выделена читательская грамотность, таблица 5. И здесь мы видим, что Россия в целом находится где-то около 24 места, а Республика Коми еще ниже, да, со своими 486 баллами. Аналогично представлена в голубой таблице математическая грамотность. Россия в целом и Республика Коми. 490 средних баллов. И по естественно-научной грамотности зеленая таблица. Здесь мы видим, что средний балл Республики Коми тоже ниже, чем в целом по России. То есть мы с вами можем сказать, что вот те 75 организаций, которые участвовали в этом в региональной оценке по модели ПИЗа в Республике Коми в 2020 году, они показали, что в целом Республика Коми находится чуть ниже, чем Россия в целом. Вот на данном слайде мы видим, что превалируют уровни со 2 по 4. Это нас несколько радует. Да? По читательской грамотности 76,6% обучающихся достигли этих уровней. Но 5-6 уровень всего 5,3%. По математической грамотности 68% это уровни со 2 по 4. Но посмотрите, 22% ребят не достигли даже 2 уровня. Печально. Но мы видим, что здесь у нас побольше процент тех, кто достиг уровня 5-6, 9%. По естественно-научной грамотности, обратите внимание, у нас практически отсутствуют уровни 5-6. 1,4%. Это сопоставимо
со средним уровнем по России в целом. Но, как видим, больший процент, чем в среднем по России, у нас, опять же, ребята, которые не достигли второго уровня. То есть ребята показывают результаты не очень, пока еще нас с вами удовлетворяющие. С такими результатами мы, конечно, в десятку стран по качеству образования выбиться не сможем. Так, ну давайте посмотрим по конкретным компонентам, естественно, научной, по конкретным компонентам функциональной грамотности. И вот здесь у нас читательская грамотность на данном слайде представлена. В исследовании ПИЗа изучаются 3 группы читательских умений. Это умения, связанные с поиском информации. Вот мы видим, это второй столбик на данной диаграмме. То есть как ребята умеют ориентироваться в представленной информации, как они могут находить, извлекать один или несколько отдельных фрагментов информации, независимо от формата чтения. В печатном формате это им дано, либо в цифровом формате. И здесь мы видим, что тоже у нас пока еще отставание идет в целом от среднего российского результата. Понимание включает в себя обработку прочитанного с целью придания тексту внутреннего смысла, независимо от того, как он сформулирован. И здесь мы видим, что у нас тоже результат несколько ниже даже, чем умение находить и извлекать информацию. И третий компонент – это осмысление и оценивание информации. Здесь тоже результат у нас ниже, чем умение находить и извлекать информацию. Но в целом по этим 3 компонентам результаты, в принципе, сопоставимые. По математической грамотности ПИЗа определяет, насколько эффективно ребят готовят к использованию математики во всех сферах их жизни в 21 веке. И сюда входит умение формулировать задачу на математическом языке, да, определить, какие именно математические отношения имеются в описываемой ситуации, какие математические знания для этого необходимо. И вот ту ситуацию, которая описана обычным языком, необходимо сформулировать математически в соответствии с заданными условиями. Да, упростить ее, выделить именно те данные, которые необходимы, да, и возможное допущение применить. То есть, по сути, ребенок должен превратить задачу в контексте, которая ему задана, в математическую задачу, которая может быть решена с помощью инструментов математики, да, арифметическим способом, либо геометрическим способом. Коллеги, презентация будет размещена вместе с видеозаписью в видеозале. Вы ее сможете проработать, и также мы разместим ее на нашем портале функциональной грамотности. И вы с ней сможете проработать. Второй компонент. Да, вот мы видим, что умение формулировать задачу математически у нас всего 484 балла в среднем ребята набрали, самый низкий. Но ведь именно от умения сформулировать задачу математически будут зависеть и все другие умения. Умение применять, да, решить задачу с помощью математики. Для этого необходимо использовать различные математические концепции, факты, процессы, методы рассуждения для того, чтобы эти математические результаты получить. То есть очень важно, что этот этап, он включает в себя математические манипуляции, трансформации, вычисления, использование математических средств, и также без использования этих средств ответ ребята могут получить. И в данном случае у нас ребята показывают 489 баллов в среднем. Умение применять математический аппарат. И умение интерпретировать, связать математические результаты с контекстом задачи, интерпретировать с точки зрения исходного условия и обосновать их в контексте задачи реального мира. Вот здесь вот результат повыше, 497 баллов. То есть обосновать, объяснить найденное решение, найденный ответ полученный, ребята у нас могут лучше, нежели сформулировать саму математическую задачу. И по естественно-научной грамотности здесь баллы самые низкие были получены в 2020 году. Напоминаю, что это было выборочное исследование, в котором участвовало 75 школ Республики Коми. И здесь следующие компоненты включались. Это умение объяснять, то есть способность распознавать, предлагать, анализировать научные объяснения для ряда природных и технологических явлений. Здесь у нас 466 баллов в среднем появилось, да, то есть на 5 баллов ниже, чем в среднем по России. Умение оценивать и применять, то есть это умение описывать, планировать, оценивать научные исследования и предлагать пути решения задач с научной точки зрения. А здесь 471 балл, побольше, нежели умение объяснять. И умение интерпретировать с научной точки зрения, то есть умение анализировать, умение оценивать данные, утверждения, аргументы, представленные в различных формах, и делать соответствующие научные выводы.
466 баллов здесь мы получили в среднем, что на 7 баллов ниже, чем в среднем по России. Так, коллеги, вот мы видим, что результаты не очень нас удовлетворяют, и мы должны приложить определенные усилия для того, чтобы эти результаты повысить и выйти на международное исследование ПИЗа в апреле 2022 года уже готовыми и показать, конечно, результаты больше, чем 500 баллов, выйти на 5-6 уровень. Как это сделать? Вот главный вопрос, на который сегодня мы с вами будем искать ответ. Ну, прежде всего, хочу напомнить, что сама модель формирования функциональной грамотности, она заложена уже непосредственно в федеральном государственном образовательном стандарте, даже в действующем стандарте, да, через требования к результатам освоения общеобразовательных программ. Да, через предметные результаты, через метапредметные результаты, через личностные результаты. Все это нацелено на формирование функциональной грамотности. Ну, коллеги, обратите внимание, что уже в принятых, обновленных федеральных государственных образовательных стандартах начального общего образования и основного общего образования уже введено понятие функциональная грамотность. Вот здесь я привела вам два пункта из каждого из стандартов. В стандарте начального общего образования, это пункт 5, обозначено, что единство обязательных требований к результатам освоения программ начального общего образования реализуется в ВГОС на основе системно-деятельностного подхода, обеспечивающего системное и гармоничное развитие личности обучающегося, а также, смотрите, освоение им знаний, компетенций, необходимых как для жизни в современном обществе, так и для успешного обучения на уровне основного общего образования, а также в течение жизни. Да? То есть вот именно эта формулировка, она как раз и составляет сущность понятия функциональной грамотности. И в пункте 34.2 в стандарте начального общего образования здесь уже конкретно вводится термин «функциональная грамотность». В целях обеспечения реализации программы начального общего образования в организации для участников образовательных отношений должны создаваться условия, обеспечивающие возможность, вот там идет ряд требований, и вот одно из них – формирование функциональной грамотности обучающихся. И расшифровка в скобочках дается способности решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности, включающий овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу готовности к успешному взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию. Аналогично мы видим, появляется понятие функциональной грамотности в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования в пункте 4 и в пункте 35.2 в описании условий. Ну, формулировки несколько различаются, да, поскольку уже задачи этого уровня образования, они несколько иные, чем для начального общего образования. Итак, коллеги, наша с вами задача обеспечить вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования. И для этого у нас в республике сформирован комплекс мер, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся. На основании письма Департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Российской Федерации был сформирован приказ Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми номер 605, в котором зафиксировано, что сформирована рабочая группа, региональная команда, сформирован региональный план мероприятий. Региональным оператором выступает Коми Республиканский институт развития образования и назначены региональные координаторы по реализации мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся. Региональные координаторы – это Юлия Анатольевна Савина, начальник отдела общего образования и воспитания Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми, и я, Габова Марина Анатольевна, проректор по научно-методической работе Коми Республиканского института развития образования. А также у нас назначены уже муниципальные координаторы в каждом муниципалитете и назначены координаторы этих мероприятий по формированию и оценке функциональной грамотности в государственных образовательных организациях. Сформированы муниципальные планы мероприятий и планы мероприятий в государственных общеобразовательных организациях. Коллеги, обращаю ваше внимание, что в этих мероприятиях должны принять участие все общеобразовательные организации. В обязательном порядке принимают участие учителя, которые работают с обучающимися в 8-9 классах. То есть не только учителя русского языка, математики, физики, химии, да, кто имеет отношение к основным компонентам математической грамотности, к читательской грамотности, к естественно-научной грамотности, но вообще все
педагоги, которые работают с ребятами в 8-9 классах. Ну и, конечно, сами обучающиеся 8-9 классах. У нас проведен уже ряд мероприятий в 2019-2021 году, которые были направлены на подготовку к реализации комплекса мер по формированию оценки функциональной грамотности обучающихся. Ну а далее посмотрим, как выстраивается структура управленческой модели сопровождения процесса формирования оценки функциональной грамотности. Федеральным оператором этого процесса выступает Институт стратегии развития образования Российской академии образования. То есть именно федеральный оператор задает нам те рамки, те требования, в соответствии с которыми мы осуществляем нашу деятельность. Координирует всю деятельность нашей рабочей группы Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми. На республиканском уровне работает у нас Коми Республиканский институт развития образования, Центр непрерывного повышения профессионального педагогического мастерства, наша региональная команда и, конечно, включаются республиканские методические объединения. На муниципальном уровне созданы муниципальные команды, работают муниципальные методические службы и муниципальные методические объединения. И на уровне образовательной организации субъектами этой системы являются педагогические работники, обучающиеся и родители. Коллеги, вот справа на слайде представлен тот пул наших основных экспертов, которые работают по каждому конкретному направлению функциональной грамотности. За математическую грамотность у нас отвечает Русанова Мария Анатольевна, методист кафедры точных наук Республиканского института развития образования. Она провела уже несколько вебинаров по формированию математической грамотности. Коллеги, пожалуйста, подключайтесь к этим мероприятиям. Естественно, научная грамотность, ее курирует Новикова Ирина Дмитриевна, заведующий кафедрой естественно-научного образования Республиканского института развития образования. Тоже уже ряд мероприятий прошел с участием кафедры и ее преподавателей, тьюторов по как раз вопросам формирования естественно-научной грамотности через содержание отдельных учебных предметов. По читательской грамотности у нас куратором выступает Политова Татьяна Николаевна, учитель русского языка, школа номер 35 города Сыктывкара. И сейчас она у нас работает уже в лицее народной дипломатии. И по финансовой грамотности курирует эти вопросы Александр Викторович Аверин, заведующий Центром научно-методического сопровождения инновационной деятельности конкурсного движения программ проекта в области образования. За формирование глобальных компетенций ответственность у нас лежит на Наталье Николаевне Исаевой, заведующем кафедрой социально-гуманитарного образования. И по креативному мышлению у нас отвечает Баженов Илья Иванович, заведующий кафедрой точных наук Республиканского института развития образования. Так, коллеги, вот это наша республиканская команда, которая содержательно выстраивает нашу деятельность по формированию и оценке функциональной грамотности. На следующем слайде представлены основные механизмы реализации нашего регионального плана. Институт выступает организацией, которая обеспечивает интеграцию в систему повышения квалификации, методической поддержки педагогов, методологии и методического инструментария формирования и оценки функциональной грамотности. Мы проводим еженедельные методические совещания по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся, в том числе и с муниципальными органами управления образования. Стратегические информационные сессии для республиканских методических объединений. Сейчас уже проходят у нас заседания республиканских методических объединений, и в каждом мы включаем вопрос, посвященный как раз вот этому аспекту нашей деятельности. Это выездные методические сессии, коворкинги в муниципалитетах. Коллеги, ждем от вас заявок на данные мероприятия. Мы готовы к вам приехать и провести с вами наши информационные сессии, семинары. И также это информационные сессии и семинары для управленческих команд образовательных организаций. У нас запланирована и уже реализуется линейка обучающих практикоориентированных семинаров для педагогических работников по различным аспектам функциональной грамотности. Ну и, коллеги, что означает, что мы с вами готовы уже к тому, чтобы развивать функциональную грамотность в учебном процессе? Это, конечно, то, что мы с вами владеем основными понятиями, которые связаны с функциональной грамотностью. Как раз об этом идет речь в рамках наших методических семинаров, которые проводят наши коллеги, члены республиканской команды по формированию функциональной грамотности. И, конечно, у нас очень много материалов размещено на нашем портале, который я дальше покажу, о котором расскажу.
Конечно, очень важно, что учитель должен владеть практиками формирования и оценки функциональной грамотности. При этом учителю важно различать процессы непосредственно формирования функциональной грамотности и оценки функциональной грамотности. Для формирования функциональной грамотности мы используем специальные учебные задачи, да, как средство. И важно, чтобы учитель понимал роль вот этих специальных учебных задач. Очень важно, чтобы вы умели отбирать либо разрабатывать свои собственные учебные задания для формирования и для оценки функциональной грамотности. Для реализации этих заданий, непосредственно уже в рамках урока, да, в рамках неурочной деятельности, мы с вами должны владеть практиками развивающего обучения, такими как работа в группах, да, такими как проектная деятельность, исследовательская деятельность и другими. Также очень важно, чтобы мы владели технологией формирующего оценивания с учетом критериально-уровневого подхода. И для образовательной организации важно, чтобы в ней была сформирована команда учителей, которые организуют межпредметные взаимодействия для достижения высокого уровня развития функциональной грамотности. Для формирования функциональной грамотности важно, чтобы мы с вами как можно чаще использовали разнообразные учебные исследования, учебные проекты, либо задания проектного типа. Хорошими заданиями для формирования функциональной грамотности выступают различные кейсы, ролевые игры, деловые игры, моральные дилеммы и другие задания, которые позволяют ребятам приобретать опыт успешных позитивных действий. И, конечно, это разнообразные комплексные задания, которые содержат мотивирующую часть, которые используют разные форматы представления информации. Вот это очень важно, да, чтобы информация была представлена и в текстовом виде, и в графическом формате, и в формате схем, графиков, диаграмм и так далее, да, таблицы. То есть вот эти различные форматы представления информации, они будут охватывать все оцениваемые у ребят компетенции. Это вот задания, которые направлены на формирование функциональной грамотности. Мы сейчас в целом, да, даем обобщенную такую характеристику. А задания для оценки функциональной грамотности, они также имеют свои особенности. То есть это должны быть задачи, которые поставлены вне предметной области, то есть непосредственно вне предметной области, и которые решаются с помощью предметных знаний. Да? То есть вот если мы с вами посмотрим задание на оценку математической грамотности, да, то это задание не из области математики. Это задание вне предметной области математика, но решаются они с помощью предметных знаний из математики. При этом в каждом из заданий описывается конкретная жизненная ситуация, близкая учащемуся и понятная учащемуся. Каждый из ребят в такой ситуации так или иначе мог оказаться в своей жизни, а кто-то уже и оказывается. И контекст заданий, он должен быть близок к различным проблемным ситуациям, которые в повседневной жизни у ребят возникают. При этом ситуации должны требовать осознанного выбора модели поведения. Но при этом все вопросы излагаются простым, ясным и понятным языком. Но для того, чтобы ответить на поставленные вопросы, необходимо перевести представленную ситуацию с обыденного языка на язык предметной области, на язык математики, либо на язык физики, да, либо на язык химии, либо другой какой-то предметной области. И в таких заданиях используются разные форматы представления информации. Используются рисунки, таблицы, диаграммы, комиксы могут быть и так далее. Коллеги, для того, чтобы нам с вами было легче взаимодействовать, для того, чтобы вам было понятно содержание работы по формированию функциональной грамотности, по оценке функциональной грамотности, мы разработали портал, который носит название «Формирование и оценка функциональной грамотности обучающихся». Коллеги, вот если у вас есть телефон, смартфон, да, вы можете на этот QR-код сейчас навести и на этот портал перейти. Также можно на него попасть через наш сайт Института развития образования, через баннер. Вот эта вот разноцветная косичка, которую мы с вами видели, баннер «Функциональная грамотность», вы переходите непосредственно на портал по формированию оценки функциональной грамотности обучающихся. Здесь как раз выложены все необходимые для нас с вами материалы. И нормативные документы, и информация об обучении,
информационно-методические мероприятия, то есть информация о всех наших семинарах, вебинарах, информационных сессиях. Представлены ссылки на банки заданий, разработанные федеральными институтами, и представлены методические рекомендации по формированию и оценке функциональной грамотности по различным направлениям. Коллеги, очень важно, что все эти ресурсы находятся в свободном доступе, и вы можете их использовать в любой момент. Также мы разработали информационно-методический модуль для всех учителей, которые работают сейчас в 8-9 классах. Модуль носит название «Функциональная грамотность обучающихся. Основные подходы к формированию и оценке». Расположен этот информационно-методический модуль на портале «Единая система электронного обучения». Здесь также представлена ссылка, представлен QR-код. Тоже можете попробовать перейти. Там необходима регистрация. Также ссылочка на этот информационно-методический модуль есть на нашем портале по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся. И, коллеги, сейчас в данном курсе размещены следующие темы. Это ключевые компетенции 21 века и новая грамотность, современные ориентиры для образования. Это методическое сопровождение формирования функциональной грамотности. И далее по всем направлениям функциональной грамотности материалы предложены. Там есть и презентации, там есть и видеозаписи наших вебинаров, которые мы реализовывали для вас, для педагогов. И также есть богатая библиотека дополнительных материалов, которые вы можете изучить. Так, ну сейчас, коллеги, банки заданий, в которых вы можете найти материалы для своей работы с обучающимися. Банк заданий, который входит в состав сетевого комплекса информационного взаимодействия субъектов Российской Федерации в проекте «Мониторинг формирования функциональной грамотности учащихся». Этот банк заданий сформирован специалистами Института стратегии развития образования Российской академии образования. Как раз вот этот институт является федеральным оператором комплекса мер по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся. И, коллеги, здесь представлены демонстрационные материалы, представлен банк заданий по всем направлениям. Видите, 6 направлений представлено. И можно найти задания для 5, 6, 7, 8 и 9 классов по каждому направлению. Представлены списки заданий, представлены характеристики заданий, систем оценивания, представлены методические комментарии к заданиям и непосредственно сами задания. Каждый материал вы можете скачать и включать непосредственно в работу либо на уроках, либо через внеурочную деятельность их реализовывать. То есть это задания для формирования читательской грамотности, математической грамотности и других компонентов функциональной грамотности. Новый ресурс, который сформирован Институтом стратегии развития образования, это портал «Единое содержание». «Единое содержание общего образования». Тоже QR-код я выставила, можете по нему перейти. Наверняка уже многим из вас этот портал знаком. Здесь как раз размещена вся та информация, которая нам с вами необходима в современных условиях. Здесь можно найти и обновленные федеральные государственные образовательные стандарты. Здесь можно найти примерные рабочие программы по всем учебным предметам, уже в соответствии с обновленными ВГОСами разработанные. И также здесь большой раздел по функциональной грамотности. Мы с вами сейчас именно о нем и говорим. Да? То есть здесь представлена федеральная команда по функциональной грамотности и представлены ссылки на все те мероприятия, которые проводит Институт стратегии развития образования в рамках формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся. Ссылки на этот раздел, они также размещены и на нашем портале по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся. Также, коллеги, разработана серия печатных пособий и, соответственно, электронных форм учебников к ним. Это разработка издательства «Просвещение» совместно с Институтом стратегии развития образования.
серия «Функциональная грамотность. Учимся для жизни» направлена на формирование умения применять в жизни знания, полученные в школе, то есть по всем направлениям функциональной грамотности. Для обучающихся 10-15 лет эти пособия предназначены, и здесь представлено очень развернутое описание особенностей оценки заданий и рекомендаций по их использованию. Для оценки естественно-научной грамотности можно использовать открытый банк заданий на сайте ФИПИ. Тоже QR-код я поставила, вы можете с этим банком заданий работать непосредственно, включая их в свои занятия. А сегодня, коллеги, нас с вами в большей степени интересует электронный банк заданий для оценки функциональной грамотности. Вот с ним сейчас мы с вами будем работать. По возможности перейдите на этот ресурс. Коллеги, во вкладочке «Вопросы» у нас есть ссылочка на этот электронный банк заданий. Можете по ней перейти. Коллеги, почему мы сегодня об этом говорим? Потому что как раз одним из показателей активности регионов по формированию и оценке функциональной грамотности является использование этого электронного банка заданий. Сколько ребят зарегистрировано в этом электронном банке заданий и уже выполняют диагностические работы, сколько педагогических работников зарегистрировано в этом электронном банке заданий. Угу. Так, да, вижу, коллеги, что вы пишете, что ведутся технические работы. Да, к сожалению, пока вот банк еще наполняется материалами, и технические работы у них регулярно проходят. Так, ну, значит, в данный момент этот портал недоступен, но тем не менее мы с вами сейчас просмотрим инструкцию, да, как можно сформировать диагностическую работу в этом банке. Угу, да, вижу, что возможности войти нет, но тем не менее мы с вами будем знать, как и что можно будет сделать. Коллеги, основные возможности этого электронного банка заданий для оценки функциональной грамотности представлены на данном слайде. То есть вы можете ознакомиться с этим электронным банком заданий, вы можете организовать тестирование обучающихся в режиме реального времени и проверить и интерпретировать развернутые ответы, ребят. То есть здесь уже готовые варианты тестовых работ для того, чтобы можно было провести оценку сформированности функциональной грамотности по каждому из компонентов. Коллеги, очень важно, что этот портал, он интегрирован с порталом Российской электронной школы. Поэтому для того, чтобы зайти туда, вы берете свой логин и пароль от Российской электронной школы и заходите как учитель. Там требуется ввести обязательные сведения. Это ваш регион, населенный пункт, образовательную организацию, да, чтобы сделать привязку к образовательной организации. Коллеги, если получается зайти, то вы можете последовательно выполнять все эти шаги, которые сейчас мы будем смотреть. Просит регистрацию. Коллеги, вот я уже сказала, да, если вы зарегистрированы на портале Российская электронная школа, заходите с тем логином и паролем, с которым входите на РЭШ. Если вы еще на РЭШ не зарегистрированы, зарегистрируйтесь предварительно на портале Российской электронной школы. В любом случае вас система перенаправит именно на портал Российской электронной школы для того, чтобы пройти регистрацию. То есть очень важно, чтобы вы были привязаны к конкретной образовательной организации, чтобы ребята у вас там были заведены тоже на портал Российской электронной школы, для того, чтобы статистика работала корректно. Коллеги, у нас с вами стоит задача до 1 декабря провести диагностические работы для всех обучающихся 8 и 9 классов по всем 6 направлениям функциональной грамотности на данном портале. Как это сделать? Вот дальше мы с вами рассмотрим. На данном слайде представлен общий алгоритм проведения мероприятий для оценки функциональной грамотности. То есть первый наш шаг. Мы заходим
непосредственно в банк заданий, либо через портал Российской электронной школы напрямую, либо вот по той ссылочке, которая у нас с вами есть. Далее учитель выбирает параметры проведения диагностической работы, то есть направление функциональной грамотности, вариант, там представлено несколько вариантов. Второй шаг. Учитель направляет ученикам ссылку для входа и личный код доступа, согласно журналу участников тестирования, и ребята проходят диагностическую работу без регистрации на основании личного кода. Третий шаг. Учитель анализирует прохождение диагностической работы, осуществляет оценку результатов по приложенной методике. И далее выводится результат прохождения тестирования по всем ученикам с разбивкой по заданиям. Коллеги, если вашей школы нет в списке, необходимо в соответствующем поле отправить сообщение разработчикам портала, чтобы ваша школа в списке появилась. Коллеги, есть четкая инструкция, что и как необходимо делать. Вы можете ее скачать, и в ней подробно написан именно вот тот момент, да, если вдруг вашей школы в списке нет. Итак, коллеги, пройдем по основным шагам. Да, ИНН школу. Вводите ИНН, соответственно. Лучше, конечно, чтобы это сделал представитель администрации школы. Итак, чтобы зайти в банк заданий, на главной странице выбираете кнопку «Войти как учитель» и в открывшемся окне вводите логин и пароль от личного кабинета учителя на портале Российская электронная школа. И нажимаете кнопочку «Войти». Если вы не регистрировались на РЭШ, то, вот, соответственно, есть вариант зарегистрироваться в РЭШ. После того, как вы зашли на портал, вы можете создать мероприятие, создать диагностическую работу. В разделе «Мероприятия» нужно нажать на кнопку «Создать мероприятие». Вот она, зелененькая кнопочка. Нажимаем «Создать мероприятие». И второй шаг – это вы заполняете необходимую информацию. Вот здесь у меня скриншотик сделан, да, новое мероприятие. Да, вы вводите название вашего мероприятия, например, диагностическая работа номер 1. Выбираете направление функциональной грамотности, указываете дату проведения, то есть именно в эту дату ребята должны будут выполнить эту работу. То есть конкретный день, только один день отводится на выполнение конкретной одной работы. И далее выбираете варианты. Нажимаете на кнопочку «Укажите КИМ», будет возможность выбора. Вот, например, я выбрала математическую грамотность, и мне выходят варианты. Математическая грамотность 8 класс, вариант 1, математическая грамотность 8 класс, вариант 2, математическая грамотность 9 класс, вариант 2, математическая грамотность 9 класс, вариант 1. Ну, то есть сейчас там задания представлены для 8 и 9 класса. Постепенно банк будет наполняться, и будут другие варианты тоже представлены. Далее, для изменения, если вдруг вам необходимо будет изменить КИМ, нажимаем на его наименование и выбираем другой КИМ, который нам необходим. Обратите внимание, время на выполнение дается 40 минут. То есть все эти установки, они уже автоматически, варианты формируются автоматически, все это в систему уже заведено, здесь нам ничего выбирать уже и формировать самим не надо. Если вы хотите добавить еще один вариант для своих ребят, то нажимайте, соответственно, кнопочку «Добавить вариант» и повторяйте третий шаг. У вас формируется описание мероприятия и нажимаем кнопочку «Сохранить». И в итоге появляется вот такая картинка. Идет название мероприятия, код мероприятия появляется. Продолжительность диагностической работы автоматом встает.
И после того, как вы будете вводить непосредственно уже обучающихся, у вас будут заполняться поля на вот этой страничке мероприятия. После сохранения нового мероприятия автоматически вот эта страничка создается, открывается, и можно его редактировать. Да? То есть, если необходимо, вы можете отредактировать название мероприятия. Появляется вот эта кнопочка, карандашик. Появляется код мероприятия, продолжительность, ссылка на скачивание кодов доступа и кнопка «Добавить класс», если вам это необходимо сделать. Ссылка на скачивание результатов, она активно будет тогда, когда уже у вас будут все варианты выполнены. Коллеги, основание для проведения диагностики – это письмо Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми, которое ушло на управление образования. Коллеги, у нас с вами сейчас задача стоит начать эту работу. Обязательно, чтобы у нас все дети были заведены, чтобы все педагоги эту работу начали. Задача по заведению обучающихся и педагогов, она была поставлена в приказе Министерства образования, науки и молодежной политики еще в сентябре. Вот тот приказ, который я вам показывала, номер 605. Идет уже отслеживание по регионам тех, кто проработал эти задания со своими ребятами. Мы с вами пока находимся еще в начале пути. У нас меньше 11% обучающихся принимают участие в данных диагностических работах. Соответственно, и возникают такие сроки, что нам надо этот момент активизировать. Давайте хотя бы по одной работе, по 2 работы проведем. Математическую грамотность посмотрим, читательскую грамотность посмотрим. Остальное по возможности. Но нам важно, чтобы ребята были все заведены, чтобы каждая школа у нас участие в работе приняла. Это можно провести на уроке, можно провести в рамках внеурочной деятельности. Итак, коллеги, мероприятие мы с вами создали. Теперь наша задача в это мероприятие завести учеников. Чтобы запланировать класс обучающихся, принимающих участие в диагностической работе, на странице проведения мероприятия мы нажимаем кнопочку «Добавить класс». Добавить класс. Вписываем наименование, например, 9Б, количество учеников вводим. Вообще задача у нас стоит, чтобы все обучающиеся по списочному составу приняли участие в этих мероприятиях. Проверка федеральным министерством проводится именно по количеству обучающихся в регионе. И идет отслеживание, сколько процентов принимает участие. Коллеги, эта работа ведется в режиме, можете попробовать домашнего задания, как вариант, не обязательно на уроке. Но желательно, конечно, чтобы все-таки под вашим присмотром это все происходило. Если ребенок на больничном, он может выполнить это задание дома. Итак, мы с вами сформировали класс, ввели количество учеников и нажимаем кнопочку «Сохранить». Добавленный класс и количество участников, они у нас отображаются на странице мероприятия. При необходимости можно все отредактировать, если вам это будет нужно. Для этого нажимаете кнопочку «Изменить планирование». Если вам необходимо, да, то вы можете изменить наименование класса, можете изменить количество учеников, но не забываем кнопочку «Сохранить» нажимать.
Время выполнения одной работы учащимся задает система автоматически. Вот в данном случае у нас по математической грамотности в 9 классе задание идет 40 минут. Я полагаю, что, скорее всего, все работы тоже такое время занимают. По поводу презентации, коллеги, я уже говорила, что она будет у нас на видеозале, там, где вы заходили непосредственно на участие в нашем вебинаре. Там мы ее разместим, и видеозапись там же будет, и также на портале функциональной грамотности. Итак, коллеги, мы с вами добавили в наше мероприятие учеников. Если необходимо исключить класс, можно это сделать, изменив планирование. И при необходимости можно отредактировать. Для того, чтобы пригласить учеников принять участие в мероприятии, коллеги, здесь мы с вами должны будем нажать на кнопочку «Скачать коды доступа». Вот она выделена красной рамочкой. Синяя надпись «Скачать коды доступа». Коды доступа будут скачаны в формате Excel. Это будет табличка в формате Excel, в которой будет указан класс, например, 9А, номер работы, код работы индивидуальный для каждого ученика. Вот здесь они скрыты, замазаны, чтобы никто не смог войти. Индивидуальный код. Это код работы, это будет в качестве логина использоваться для входа обучающегося в непосредственном выполнении задания. И индивидуальный код будет использоваться в качестве пароля для обучающегося. И далее в эту таблицу вы уже сами потом вносите фамилию, имя, отчество ребенка и при необходимости подпись в том, что он этот код получил. То есть таблица у вас автоматически сформируется, вы ее просто скачиваете на свой компьютер и с ней далее работаете. Далее вы эти коды доступа, код работы, индивидуальный код, передаете ребятам любым доступным способом, можно по электронной почте. Передаете обязательно ссылку на электронный банк заданий, передаете вот этот код работы и индивидуальный код участников. Это то, что вам необходимо сделать, чтобы ребята ваши смогли зайти непосредственно на выполнение этих заданий. Учителя физической культуры могут также присоединиться к выполнению диагностической работы, например, по креативному мышлению, либо по глобальным компетенциям. Так, вот пишут, что доступно только КИМ по естественно-научной грамотности и читательской грамотности. Математическая грамотность тоже доступна. То есть, коллеги, по мере открытия заданий нам с вами необходимо их все проработать. Но работать начать надо уже сейчас. То есть те задания, которые сейчас уже размещены, мы должны с вами проработать. Возможно, вы видите только те направления, потому что вы зарегистрированы как учитель, например, математики, поэтому вам только математическая грамотность доступна. Может быть, здесь какая-то есть взаимосвязь, я пока не могу это прокомментировать. Вот, я вам показала реальный скриншот. Вчера я заходила, формировала эту работу, там были все направления доступны. Итак, коллеги, вы пригласили ребят на участие в мероприятии. Ребята заходят, каждый со своим кодом, и выполняют задания. Вы можете проверять ход выполнения работ, контролировать прогресс. Для этого вы раскрываете перечень участников класса, нажав на кнопочку плюсик, и вы видите, что у вас работа 1, да, уже, например, завершена. Работа 2 еще пока ребенок не приступал и так далее. Да? Есть задания, которые... Вот, коллеги, смотрите, получается у коллег. Все задания должны быть доступны. Возможно, что-то как-то вы заходите не как учитель, может быть, вы зашли. Может быть, вы зашли как эксперт.
проверьте, как вы заходите. Итак, коллеги, в раскрывшемся перечне участников мы видим, что отображаются следующие параметры прогресса. Номер работы, статус работы, приступал, не приступал, время начала выполнения диагностической работы, индикатор прогресса, индикатор оценивания работы, то есть нужна ли экспертиза развернутых ответов для данной работы или нет, отображается в колонке оценивания, и итоговый результат за выполненную работу. Сейчас пока там отражаются только результаты за автоматически начисленные баллы. И далее, после экспертного оценивания работы, будет уже итоговый результат. Коллеги, обратите внимание, что рекомендуют разработчики проводить оценку выполненной работы в течение 3 дней после выполнения учеником. Не затягивать. Как я уже сказала, есть задания, которые проверяются системой автоматически, а есть задания, которые требуют проверки работы учителем. Называют разработчики этот вариант заданий экспертная оценка. Экспертиза выполняется для тех заданий, в которых ребята дают развернутые ответы. И проводится она уже после того, как ребенок завершил выполнение своей диагностической работы, нажал соответствующую кнопочку. Для этого на странице мероприятия вы в списке выбираете тех ребят, для которых требуется экспертиза. Открываете страницу проведения экспертизы, нажав на кнопочку «Требуется экспертиза», и здесь будет отражаться динамика проведения экспертизы. Дается определенное время на выполнение экспертизы, на проверку данной работы. Открываются задания проверяемого варианта с ответами ребенка, поля для внесения критериев оценивания и ссылка на скачивание документа с описанием критериев оценивания. То есть вы скачиваете критерии оценивания, если они приложены, и далее проводите эту оценку. На странице проведения экспертизы знакомитесь с сопроводительной документацией, читаете текст задания, развернутый ответ участника, и в блоке критерии оценивания проставляете критерии, соответствующие пустое поле. Поля здесь выделены красными прямоугольничками. После того, как вы проставили критерии оценивания для всех заданий с развернутыми ответами, вы нажимаете кнопочку «Сохранить». И, соответственно, у ребенка будет уже обозначаться общее количество баллов. То есть очень важно, что вы проверяете именно те задания, для которых доступно поле для внесения критериев оценивания. Если крестик стоит в этом поле, значит, ребенок это задание не выполнял. Соответственно, проверять его не нужно. Разработчики предусмотрели возможность добавления времени на проверку заданий. После проверки работы, проставления всех критериев оценивания, нажмите на кнопочку «Завершить проверку», которая справа внизу страницы проведения экспертизы находится. Но вы сможете завершить проверку только тогда, когда вы все критерии заполните, и все это будет в соответствии с требованиями. Если вдруг какие-то будут несоответствия, то у вас будут выходить вот такие красные подсказочки. Например, укажите значение критерия. Значение критерия не должно превышать такого-то значения. И вот после того, как вы завершили проверку всех развернутых ответов, автоматически откроется страница проведения мероприятия. И в столбце оценивания результат вы увидите итоговый балл за работу. Так последовательно проверяете все завершенные ребятами работы. И далее вы можете просмотреть результаты. Итоговый балл автоматизированного и экспертного оценивания для каждой проверенной работы будет отражаться на странице мероприятия в столбце оценивания результата. И для получения подробных результатов по работе каждого участника и для просмотра процента выполнения заданий вы нажимаете на кнопочку «Скачать результаты» и сохраняете этот файл. Таким образом вы формируете работу, проверяете. И с точки зрения ученика,
как ученик должен пройти тестирование. То есть он переходит по той ссылке, которую мы передали, заходит в этот электронный банк заданий для оценки функциональной грамотности, и важно, чтобы он выбрал соответствующую кнопочку «Войти как обучающийся». В открывшемся окне он вводит свой код мероприятия, код работы он назван в таблице, скачанной вами, и пароль – это индивидуальный код, который вы ребенку передаете. То есть получается, что вход будет обезличенным. И кто и как выполнил задание, будете знать только вы. Только в вашей скачанной вами таблице будет установлено соответствие между соответствующим кодом работы и фамилией, именем, отчеством ребенка. То есть, когда ребенок зашел в систему, ему будет представлена общая информация диагностической работы. Индивидуальный код будет по каждому направлению, новый по каждой работе. То есть 3 работы проводите, в каждой работе будут свои индивидуальные коды. Система их автоматически формирует. И после входа в систему ребенок знакомится с общей информацией, которая ему автоматически выдается. Вот, например, в данной работе 9 заданий, время на выполнение 40 минут, и далее он нажимает кнопочку «Приступить к работе». Ему открывается работа. Время на выполнение отсчитывается с момента начала прохождения тестирования участникам. То есть очень жестко время задается. И далее переходим по вопросам. Можно последовательно, можно возвращаться к каким-то вопросам. Здесь жесткой последовательности не задано. И после выполнения всех доступных заданий завершаем тестирование, нажав кнопочку «Завершить тест». И будет представлена ребенку итоговая информация о выполнении им заданий, которые проверяются автоматически. Вот я скачала несколько заданий, которые направлены на оценку математической грамотности. Мы видим само задание. Справа текст сопровождающий, который ребенок должен изучить эту информацию и затем уже на основании изученной информации отвечать на соответствующие вопросы. Коллеги, время проведения самой работы вы не задаете, вы задаете только дату. То есть ограничивается время на выполнение работы. 40 минут – это время на выполнение работы ребенка. Начинать выполнение работы можно в любое время в течение вот этой даты, в течение этих суток. То есть работа выполняется на компьютере, потому что система же обрабатывает все результаты на компьютере. В бумажном варианте смысла нет. Ну, вы можете, конечно, потренироваться сначала в бумажном варианте, потом, чтобы ребенок зашел и в электронном варианте это все выполнил. То есть здесь вы технологию уже сами прорабатываете. Но нам с вами важно провести именно компьютерный вариант, чтобы у нас статистика по республике пошла, и чтобы на следующей неделе, уже в следующем отчете Министерства просвещения показалось, какой процент обучающихся наших школ зашел на выполнение заданий и какой процент работ учителя уже проверили. Так, и вот еще несколько заданий представлено. То есть ситуации самые разнообразные, действительно, иногда они связаны с жизнью детей, иногда, может быть, не очень. Например, вот конкур, в этом не все участвуют, не все по телевизору смотрят подобные соревнования, или, например, строительство дома, тоже не все в этих процессах участвуют, но, тем не менее, подобные задания, связанные с жизненными ситуациями, разработчики включили в свой банк заданий. Итак, коллеги, вот наша с вами задача зарегистрировать всех обучающихся и начать проведение диагностических работ, завершить их, проверить все задания, чтобы у нас с вами были результаты к 1 декабря. То, что у нас с вами представлено в банке заданий,
целесообразно с этими вариантами уже проработать. Если в бумажном варианте провели, в электронном варианте, коллеги, нас отслеживают именно по этому банку. Это один из показателей сейчас уже эффективности работы муниципалитетов. Регистрируете детей вы в своем файлике, который вы скачиваете с кодами для организации работы. Коллеги, выгрузки идут только по запросу от региона через Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми. Технология очень сложная получить выгрузку, мы пока еще сами не можем это сделать. Ждем ответа на наше письмо. Вот я уже читаю сообщения от регионов. Сложно выгрузки получить. Коллеги ждут по несколько дней. Для каждой грамотности, да, своя регистрация, то есть свой код для участия в каждой работе, в каждом варианте. Так, коллеги, ну, по ходу я пыталась реагировать на ваши вопросы. Я понимаю, что сложно это организовать в сжатое время, но тем не менее, коллеги, установка была дана уже достаточно давно. Видимо, наши муниципальные координаторы не смогли донести эту установку до каждой образовательной организации, но тем не менее работу нам с вами необходимо организовать, сформировать вот эти работы для ребят, чтобы ребята вошли, начали выполнять. Можно сейчас пока как домашнее задание дать, если на уроках нереально это сделать. Ну, сами понимаете, да, что домашним заданием это может быть не всегда объективный результат. То все-таки условия для объективного результата мы с вами должны обеспечить. Так, коллеги, посмотрим еще вопросы во вкладочке «Вопросы» у нас какие появились. Угу. Ну, вот задавали тут вопрос по поводу фразы из письма: «Федеральный оператор учитывает активность работы тех образовательных организаций, которые полностью завершают диагностические работы для обучающихся 8-9 классов». То есть если у вас в 8 классе 40 человек, то все 40 человек должны принять участие в диагностических работах. Формат представления итоговых результатов для муниципальных координаторов мы направим. Так, по больным детям я ответ уже вам дала, да, что можно дома выполнить работу. По техническим средствам здесь я вам ничего посоветовать пока не могу. Считается, что у нас все школы обеспечены. Вы работаете в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом. А требования к условиям у вас должны выполняться. Видео будет размещено в видеозале там же, где вы регистрировались. Подробная инструкция непосредственно на сайте размещена. Коллеги, сейчас я постараюсь на этот сайт зайти, и мы с вами посмотрим, где и что там размещено. Так, коллеги, сейчас я подключу демонстрацию экрана. Посмотрим непосредственно на сайте. Итак, коллеги, вот здесь руководство пользователя находится. То есть вы заходите на главную страничку электронного банка, и руководство пользователя очень подробное, пошаговое у вас открывается. И вы можете скачать инструкцию в формате PDF.
Все подробно представлено. Также на нашем портале функциональной грамотности все материалы по электронным банкам заданий тоже представлены. Так, коллеги, видна демонстрация экрана? На банки заданий заходите, пожалуйста, ссылочки. Ссылка для перехода в электронный банк на РЭШ и руководство пользователя. Открывается. Коллеги, здесь же, смотрите, есть разнообразные методические рекомендации. Их можно скачивать и работать. И ссылки на банки методических материалов. То есть мы для вас все подготовили, чтобы вам было удобно работать. Итак, коллеги, есть ли еще вопросы? Коллеги, я работаю сейчас без технического специалиста, у нас много мероприятий проходит, поэтому лучше пишите свои вопросы в чате, либо во вкладочке «Вопросы». Коллеги, вот вопрос был, зачем регистрировать всех учителей 8-9 классов, если диагностика по 6 направлениям? Коллеги, наша с вами задача как раз состоит в том, чтобы работала вся команда образовательной организации. Чтобы не только учитель математики отвечал за математическую грамотность, да, но и чтобы преподаватели всех предметов принимали участие в формировании функциональной грамотности. ИЗО, музыка, физкультура. Все эти предметы могут иметь отношение к формированию, например, глобальной компетентности, креативного мышления. Можете сюда этих коллег привлекать. Даже с вами нет соответствующих предметов, да, по изучению глобальных компетенций. То здесь, конечно, прежде всего учителя истории обществознания подключаются, ну и другие коллеги, которые ведут предметы творческого характера. Да, коллеги, пока сложно, но тем не менее вот мы делаем все для вас. Если есть какие-то конкретные запросы на определенную тематику методических семинаров, пожалуйста, нам направляйте. Мы готовы работать с командами образовательных организаций, с командами муниципальными. Учителям договориться, ну здесь, конечно, администрация школы должна поработать. Да, сложно пока, сложно, соглашаюсь с вами. Но, тем не менее, надо. Многие регионы сделали это уже давно. Нам показывали на федеральном совещании, что какие-то регионы уже 95% всех обучающихся завершили выполнение заданий. Материал вебинара, да, презентацию мы постараемся разместить сегодня. Видеозапись, она будет еще обрабатываться. И, скорее всего, завтра мы ее разместим. По крайней мере, на портале функциональной грамотности я буквально после вебинара сразу презентацию размещу. Можно будет там ее посмотреть. Так, коллеги, вопросы, если еще есть, можно задать. Презентацию мы разместим на сайте. Коллеги, всем спасибо.
Мы готовы вам во всем помогать. Пожалуйста, к нам обращайтесь со своими вопросами. Мы открыты. Эксперту регистрироваться не надо. То есть вы регистрируетесь как учитель, и у вас доступ к проверке работ всех обучающихся. То есть вы сформировали работу, и вы же ее проверяете. То есть здесь нет возможности, что кто-то сформировал работу, один педагог, а другой проверяет. А такого, к сожалению, нет. Кто сформировал, под тем же логином и паролем заходит для проверки. Коллеги, еще вопросы, пожалуйста. Коллеги, спасибо всем участникам. Пишите свои вопросы. Так, постараемся как можно больше ребят привлечь до 1 декабря, чтобы мы уже какие-то результаты смогли с вами показать. По математической грамотности можно в качестве контрольной работы по математике зачесть результаты выполнения данной диагностической работы. Лучше, конечно, проработать со всеми теми материалами, которые сейчас в доступе есть на банке заданий. По финансовой грамотности пока Кимов не выдает, но, возможно, пока еще не все у них доработано. То есть тоже это новая система. Она находилась в процессе апробации. Буквально недели-две назад апробация завершилась, и сейчас вот от нас просят, чтобы мы как можно активнее ее использовали. То есть нам с вами надо провести диагностику для того, чтобы понять, над чем дальше работать, да? Чтобы поставить для себя задачи развития. Работаем с тем, что есть, и постепенно, чтобы по всем направлениям мы эту работу провели. Так, коллеги, есть ли еще вопросы? Пишите в чате, пишите во вкладочке «Вопросы». Письмо подтверждения посмотрите в папочке «Спам», возможно. Бывает, туда попадает, либо в нежелательную почту. Вообще регистрация на РЭШ, у нас с вами приказ был еще в 2019 году. В 2018 мы с вами проводили апробацию материалов Российской электронной школы. Да, коллеги, пока не по всем компонентам КИМа есть, где-то только по отдельным классам КИМа есть. Но, тем не менее, работаем с тем, что есть. По математической грамотности есть, работаем. Для 8, для 9 там по несколько вариантов уже есть. Буквально неделю назад там было только по одному варианту. Коллеги, наши разработчики тоже постоянно, постепенно пополняют этот банк. Поэтому мы с вами тоже постепенно должны по всем компонентам функциональной грамотности проработать. Как только материалы появляются, работаем. Так, ну что, коллеги, тогда мы сейчас будем с вами завершать. Материалы, презентации и видеозапись будут размещены в видеозале и на портале функциональной грамотности. Спасибо всем. Так, коллеги, мы завершаем.
Да, достаточно одного варианта каждому ученику пройти, для того, чтобы вам диагностический срез провести. То есть это не для нас вы проводите, это вы для себя проводите, для того, чтобы понять, над чем вам дальше работать с ребятами.